Следующий вид поклонения упоминает автор, там, рахималлаху тааля, упование. Мы только сейчас пока основные упомянем, иншаллах. Таваккуль. Упование по-арабски таваккуль. Что такое таваккуль? Сидку аль-и'тимад аля Аллах ма'а сикати бихи валь-ахзи биль-асбаб. Это определение по-арабски, по-русски. Это когда человек подлинно опирается, полагается на Аллаха, доверяя Ему и предпринимая дозволенные шариатом причинные действия, возможные меры. Это что? Таваккуль. Еще раз, что такое таваккуль? Это когда человек подлинно полагается, опирается на Аллаха, доверяя Ему, доверяя Аллаху Субхану Тааля, и предпринимая дозволенные шариатом возможные меры, то есть совершая причинные деяния. Ясно? Вот это вот таваккуль. А эти все определения надо учить, потому что они очень важны. Они раскрывают суть этих важных видов поклонения. Упование, таваккуль также имеет виды. Уляма говорят о видах таваккуля. Мы с вами скажем, что видов таваккуля 3. 3. Первый вид таваккуля. Это таваккуль аль-ваджиб. Обязательный таваккуль. Обязательное упование. Если человек посвящает его не Аллаху Субхану ва Тааля, то это будет великий ширк. А ширкуль акбар, выводящий человека из религии. В чем состоит? В том, что человек полностью, абсолютно припоручает свои дела Аллаху Субхану ва Тааля. Целиком и полностью опирается своим сердцем на Аллаха Субхану ва Тааля. И убежден, что только в руках Аллаха Субхану ва Тааля польза и вред. Получение человеком пользы или отвращение, отведение от него вреда. Вот это обязательный таваккуль. Обязательный таваккуль. В чем состоит обязательный таваккуль, который посвящается только Аллаху? Если посвящается не Аллаху, то это большой ширк. Полностью, абсолютно опирается своим сердцем на Аллаха Субхану ва Тааля. Припоручает полностью Аллаху Субхану ва Тааля свои дела. Еще что? Убежден, твердо убежден, что только в руках Аллаха Субхану ва Тааля принести пользу или отвести вред. Первый вид таваккуля, обязательный таваккуль, посвящается Аллаху Субхану ва Тааля только. Второй вид таваккуля, таваккуль, который является малым ширком, является малым многобожием. Что это такое? Как это? Когда человек на кого-то из живых людей, живых, если на мертвых полагается, это уже понятно, это что будет? Это будет большой ширк. Тут вроде на живого человека, человека, у которого есть какие-то возможности, да, но он на него вот так полагается сердцем, так опирается в своем сердце, что ощущает свою нужду в этом человеке и зависимость от него. Например, на какого-то правителя, на какого-то высокопоставленного человека, или на богатого человека опирается в вопросе получения материальных каких-то благ, каких-то средств к существованию и ощущать привязанность сердца к этому человеку, что опирается он сердцем где-то на этого человека. Вот это вот что? Это малый ширк. Это малый ширк, а ширку аль-асгар. Когда мы говорим малый ширк, это не значит, что это что-то не страшное. Хорошо? Малым он называется в сравнении с великим ширком, а так это большой грех. Что это не просто малый ширк, значит что-то незначительное, как некоторые думают, судя по названию. Третье, то, что называется по-арабски аль-вакаля. Вакаля что такое? Уполномочивание кого-то. Это вещь дозволенная. То есть кого-то ты уполномачиваешь в совершении тех или иных действий каких-то твоих дел. Это называется таукиль. У нас называется еще доверенность. Да, как-то. Ну, уполномочил кого-то. Пророк ﷺ вот так вот уполномачивал людей, некоторых, для совершения каких-то дел, для выполнения каких-то дел общих, связанных с делами уммы. Кого-то назначал, уполномачивал. И в каких-то своих личных делах, то есть кому-то давал деньги, уполномачивал купить для него что-то, какой-то товар. Например, овцу.
Это что? Уполномачивание. Таукиль. Вакаля. Вещь дозволенная. Смотрите, корень тот же. Вакаля, таваккуль, вакаля. Вакаля, таваккуль, вакаля. Корень тот же. Но здесь говорить таваккальту аля фулян, я уповаю на него, нельзя. Хорошо. Говоришь ваккальтуху, я его уполномочил, я ему поручил. Ваккальту фуляна. Не говоришь таваккальту алейхи, уповаю на него. Также нельзя говорить таваккальту аля Аллах сумма алейк. Уповаю на Аллаха, а потом на тебя. Тоже нельзя говорить. Таваккуль – это поклонение. Оно посвящается только Аллаху Субхану ва Тааля. Хорошо? Когда ты творению получил что-то, человеку поручил, уполномочил его в чем-то, это что называется вакаля. Таваккуль не говоришь. Понятно? Что такое упование? Это, я напоминаю вам, подлинно, по-настоящему опираться, полагаться на Аллаха Субхану ва Тааля с доверием Ему, доверяя Ему и предпринимая возможные, одобренные шариатом меры, совершая одобренные шариатом причинные действия. Вот это вот таваккуль, упование. 3 вещи, то есть. Сидкуль и'тимад. Правдивая опора на Аллаха в сердце. Второе, это что? Доверять Аллаху Субхану ва Тааля, сика биги. И третье, что? Делать то, что от тебя зависит. Совершать причинные действия. Если человек ничего не делает, не совершает причинных действий, возможных мер не предпринимает, это таваккуль. Это уповающий на Аллаха человек. Человек, который я хочу детей и уповаю на Аллаха в этом, и при этом не женится. Или который говорит, я уповаю на Аллаха получение ризка, и при этом не работает. Это не упование. Это упование глупцов. Тот, кто так уповает, тот отрицает мудрость Аллаха Субхану ва Тааля, который установил причинно-следственные связи, который установил причины. Хочешь ребенка, женись. Хорошо. И говорит, я уповаю на Аллаха и не буду жениться, но я хочу ребенка. Это не упование, это глупость. Мы говорили с вами, таваккуль делится на 3 вида. Если вы помните, мы сегодня говорили с вами. Первый вид таваккуля это какой? Это состояние внутреннее, когда человек припоручает Аллаху Субхану ва Тааля все свои дела, когда он полностью в сердце опирается на Аллаха Субхану ва Тааля и убежден, что все в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Польза, вред только в руках Аллаха Субхану ва Тааля. Да? Это поклонение. Это, если оно направлено не Аллаху Субхану ва Тааля, то это будет что? Это будет ширк. Обязательное поклонение вот это. Второй вид поклонения. Второй вид упования, который является малым ширком, мы говорили с вами. Что это значит? Это когда человек на творение какое-то, на какого-то человека опирается вот с некоторым ощущением своей зависимости от этого творения, привязывается к нему своим сердцем, осознает свою нужду в нем, свою низость перед ним, что тот выше, я ниже, вот, низость свою. То есть человек, посмотрите, воспринимает в данном случае это творение не просто как причину, воспринимает несколько больше, чем просто причину. Вот это будет малый ширк. Наподобие того, как мы говорили с вами, как люди опираются на правителей, или на министров, или на бизнесменов, или на каких-то богатых людей. Спросишь такого человека, ты откуда получаешь свою еду и питье? Откуда получаешь? Он говорит, от такого-то, такой-то меня содержит, такой-то обеспечивает. Ему говоришь, а если вот этот человек возьмет и прервет снабжение, прервет содержание, откажет? Человек начинает восклицать, говорит, тогда я умру, все. Все, мне тогда смерть, конец. Или говорит, все, мои дети, тогда все в бомжей превратимся, погибнем, все. Это что? Это ширк. Это вид ширка. Мы не говорим большой ширк, но это вид уже ширка, это малый ширк, несмотря на то, что человек здесь полагается на живого, да, на живого. Но это малый ширк. Сюда же относится. Смотрите, как случаются какие-то несчастья. Постигают мусульман какие-то несчастья, нападения врагов на них. Что кричат люди многие? Где такой-то? Где правители арабских стран? Где такие? Яхи, почему привязываешь свое сердце? Почему ты привязываешь его к кому-то из творений? Почему не привязываешь к Аллаху Субхану ва Тааля? Третий вид
мы сказали, что уполномочивание. Уполномочивание аль-вакаля. Мы сказали с вами однокорневые слова. Это аль-вакаля, таваккуль. Но про творение нельзя говорить таваккальту алей. Да, я уповаю на него. Потому что упование, мы сказали, это деяние, которое посвящается только Аллаху Субхану ва Тааля. Это поклонение, которое посвящается только Аллаху Субхану ва Тааля. И также нельзя говорить, я уповаю на такого-то, а потом на Аллаха, а потом на тебя. Таваккальту аля Аллах сумма алей. Говорим как? Ваккальту фуляна. То есть уполномочил такого-то. Доверил ему, поручил ему и так далее, какое-то дело. Довод, который привел автор. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. И на Аллаха уповайте, если вы верующие. В арабском языке, в арабской риторике, аль-балага, есть такой прием, когда то, что должно находиться в конце предложения, выносится вперед. То, что сзади должно быть предложение, оно выносится в переднюю часть этого предложения. Расположено то, что в конце вдруг оказывается расположено в начале. Для чего? Чтобы сообщить этому предложению, дать ему значение ограничения, хаср. Что только это и все. Хорошо? Ну вот по идее это предложение. «Ва аля Аллахи фатаваккалу». Обычно как это звучит? «Ва таваккалу аля Аллах». «Таваккалу аля Аллах». Что сначала? «Таваккалу», уповайте, потом аля Аллах, на Аллах. Уповайте на Аллах. Но мы видим здесь не «Таваккалу аля Аллах» сказано «Ва аля Аллахи фатаваккалу». Сначала аля Аллахи, на Аллаха, а потом что? Таваккалу, уповайте. Вынесено вперед словосочетание на Аллаха. Уповайте, потом сказано. Почему, когда мы говорим вот так, выносится то, что должно быть в конце предложения, в его начало, для чего это делается? Чтобы сообщить значение ограничения, исключительности. То есть Всевышний замыкает упование только на себе. Все. Никому больше. То есть это предложение приобретает какой смысл? Уповайте только на одного Аллаха. И на Аллаха уповайте. То есть только на одного Аллаха. Если вы верующие, то есть условие имана, человек может быть верующим в каком случае? Если он уповает на Аллаха Субхану ва Тааля, ему одному посвящает упование. Второй довод привел автор на упование какой? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Сура Талак. Кто уповает на Аллаха, тому Аллаха достаточно. То есть, если ты уповаешь на Аллаха Субхану ва Тааля, вот этим истинным упованием Аллах становится твоим хасбом. Хасб достаточным. То есть, Аллах Субхану ва Тааля берет на себя решение всех твоих проблем. И уляма говорили, посмотрите, некоторые уляма, если бы не было никаких других аятов вообще, рассказывающих о достоинствах упования, кроме вот этого вот аята, то это было бы достаточным уже доказательством превосходства таваккуля. Субханаллах. Аллах будет для вас хасб. Все. Аллах берет на себя все ваши дела, все решения их. Значит, тот, кто не уповает на Аллаха Субхану ва Тааля, или не на Аллаха уповает, тот терпит неудачу, тот терпит крах. Он лишается помощи и поддержки Аллаха Субхану ва Тааля. Ибн аль-Кайим говорит, если бы вы уповали на Аллаха Субхану ва Тааля, если человек уповал бы на Аллаха, как положено, и было бы приказано ему сдвинуть гору, он бы сдвинул гору. Вот что такое упование истинное. Здесь включаются другие механизмы вообще. Это что касается таваккуля.